Благотворительный фонд «Сафмар» Михаила Гуцериева подготовил 10 тысяч подарков и организует праздничные мероприятия для детей по всей Ингушетии. О еще одной доброй акции расскажет Хава Гагиева. Праздник уже близко. До Нового года меньше недели, а подарки уже на месте. 2000 сладких боксов от благотворительного фонда «Сафмар» получат дети с ограниченными возможностями здоровья из 8 специализированных учреждений республики. В их числе первая Назрановская школа-интернат. Дети наши, конечно, очень рады этим подаркам. Сколько бы подарков не было, для них это все равно мало, и они очень рады получить. У нас в интернате учатся 281 воспитанников. Это дети из многодетных, малоимущих семей, это дети социально незащищенные. И поэтому нам хотелось бы выразить благодарность благотворительному фонду за оказание внимания нашим детям. Для них это будет большой праздник, большая радость получить эти подарки вот именно в преддверии Нового года. Как бы сказать, еще один повод поверить в чудеса новогодние. Разгрузка идет полным ходом. В качестве помощников ученики школы. Помогать в таком сладком деле ребятам только в радость. Еще бы, кто не любит сладости. Сколько уже разгрузил корову? Там, может быть, час 10. А праздник ждешь? Очень сильно. Настроение там новогоднее. Очень круто бывает. Уже дальше так называемую карету сладкой помощи встречают в Республиканском центре дистанционного обучения Магаса. Здесь особым интересом на разгрузку и количество подарков смотрит маленький Мухаммед Евлоев. Сегодня у него нет занятий, но мальчику любопытно, что им привезли. Я там хотя роботы какие-то. А как ты думаешь, что там будет? Больше подразделение, то там сладости, но я больше думаю, то там игрушки. А в Деда Мороза веришь? Да, я верю. И что ты у него попросишь? Много-много роботов. Это не первая акция, которая проводится благотворительным фондом «Сафмар». Поддержка молодежных инициатив и проектов, создание условий для развития детского творчества занимает важное место в деятельности Михаила Гуцериева, основателя фонда, известного мецената и бизнесмена. Конечно, это сложно переоценить, вот это внимание, которое нам оказал данный фонд. Хочу выразить от лица руководства, от педагогического коллектива и от родительского сообщества огромную благодарность Михаилу Саварбековичу за оказанное внимание, и не в первый раз. Наши дети в восторге от его подарков. Мы получили огромное удовольствие сегодня за столь такое теплое внимание в адрес наших детей. Здесь никого не оставили без внимания. Республиканская санаторно-лесная школа имени Чаниева, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, Троицкий дом-интернат «Забота». К слову, первые сладкие боксы уже получили в Центре непрерывного образования для детей с ОВЗ. Здесь уже провели новогодний праздник, раздали более 600 подарков. Помимо этого, еще 2000 новогодних подарков получат учреждения культуры республики, среди которых филармония имени Хамхоева, Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева, Государственный колледж искусств и другие. Также получат подарки воспитанники сельских школ Джейрахского района. Уже почти практически стала традицией, что группа «Сафмар» и руководитель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев выделяет подарки именно детям Джейрахского района. В количестве мы сегодня получили в количестве 900 штук. Они охватят уже всех школьного, дошкольного возраста детей. И параллельно с этим, по нашей просьбе, именно 3 населенных пункта близлежащих – Эзми, Чми и Балта, это Республика Северная Осетия. По нашей просьбе именно на этих детей тоже рассчитаны вот в этом количестве. И, наверное, да, это для детей это большой, огромный такой подарок. Хотел бы и как глава района, и как житель района выразить благодарность Михаилу Гуцериеву, группе «Сафмар», благотворительному фонду «Сафмар». Всего фонд «Сафмар» предусмотрел 10 тысяч сладких боксов для юных жителей региона. Особые и нужные новогодние подарки подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья из различных районов Ингушетии. У всех детей тяжелые диагнозы, такие как ДЦП, аутизм, эпилепсия и другие. Приобретение специализированного питания и средств по уходу станет для них незаменимой поддержкой. Наступающий Новый год для многих детей нашей республики он будет праздничным.
и он будет украшен эмоциями, которые дает группа «Софмар», благотворительный фонд, и лично Михаил Сафарбекович Гуцериев. Мы сегодня приняли груз для детей-инвалидов с паллиативными заболеваниями, куда входят предметы ухода, одежда, специальное питание. Кроме этого, у нас праздничные подарки, новогодние, сладкие. Мы их распределили уже. У нас получатели по всей республике. Это 10 тысяч детей, 10 тысяч подарков будет получено к Новому году. 6 тысяч из которых будут распределены на представлении новогоднем 1, 2, 3 января во Дворце спорта имени Берда Евлоева. Увлекательное представление станет самым главным новогодним подарком для мальчишек и девчонок. Участие в новогодних утренниках позволит детям ощутить особую атмосферу волшебства и погрузиться в мир сказок и чудес, зарядиться новогодним настроением. Праздничные представления создадут обстановку общей радости и вызовут восторг в душе каждого ребенка. Хава Гагиева, Тамара Хашагульгова, Али Зязиков, Сулейман Костоев. Новости 24.